На Волге, главной улице России, красуется город Чебоксары, столица советской Чувашии. Нынче он особенно наряден, убранный к празднику 40-летия Чувашской автономной республики. Город, как водится в празднике, полон гостей. Чуваши могут гордиться своей столицей. Недавно одну из площадей города украсил памятник земляку, легендарному герою гражданской войны Василию Ивановичу Чапаеву. На празднование 40-летия республики прибыла делегация Российской Федерации во главе с членом Президиума ЦК партии, председателем Совета министров РСФСР Дмитрием Степановичем Полянским. За великую свободу, чем прекрасен человек, слава русскому народу, брату старшему навек. Так выразил мысли чувства своего народа чувашский поэт Хузангай. Великий Октябрь принес чувашам свободу. Советская власть даровала национальную автономию. На картине запечатлен исторический момент. Владимир Ильич Ленин вручает представителям чувашского народа декрет о создании Чувашской автономной области, преобразованной впоследствии в автономную республику. С именем Ленина, с торжеством его великих идей связана новая светлая судьба чувашского народа. 25 июня на Советской площади Чебоксар состоялся многотысячный митинг, посвященный открытию памятника Владимиру Ильичу Ленину. Торжественная минута. Родной, вечно живой и любимый Ильич, в счастливой доле народа, в его великих свершениях твое бессмертие. На свете равных нет моей отчизне, она труда и мира бастион, и каждую минуту нашей жизни мы с Лениным, и вместе с нами он. По-ленински жить и трудиться, по-ленински все постигать. Таков девиз нашей молодежи. В ее руках эстафета строительства коммунизма. Нужно быть сильным, смелым, неутомимым. В дореволюционной России чувашский народ был обречен на вымирание. Десятки тысяч жизней уносили болезни. Почти половина населения была поражена трахомой. А теперь, посмотрите, в мускулах сталь, в телах красота. Любая доступна таким высота. На юбилейную сессию собрался Верховный Совет Чувашской автономной республики. Под руководством коммунистической партии с помощью братских народов СССР экономика и культура Чувашии достигла невиданного расцвета. На трибуне председатель Совета министров Чувашской республики товарищ Ярлаков. До революции, сказал он, Чувашия производила рогожные кули, лыка до мочала. А теперь в республике 300 крупных предприятий. Чувашия стала одним из центров по производству сложной электроаппаратуры и средств автоматизации. Развивается текстильная промышленность, освоен выпуск красочных набивных тканей. Вот каким будет к концу семилетки Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат. Славится красивая и удобная мебель Шумерлинского комбината. Новоселам она особенно по душе. Во все уголки Советского Союза и более чем в 20 стран мира вывозит Чувашия свою продукцию.
За годы советской власти промышленное производство в республике увеличилось более чем в 80 раз, а за семилетку возрастет в 4 раза. Чувашия – край высокоразвитого сельского хозяйства. Славу лучших кукурузоводов Поволжья завоевали сельские тружники республики. Уже сейчас по производству мяса и молока в расчете на 100 гектаров Чувашия обогнала Соединенные Штаты Америки. Сердечно поздравляли юбиляров гости из соседних областей и автономных республик Поволжья. Праздник Чувашии – это и их праздник. Славных сынов воспитала Чувашская республика. Зорко охраняют они мир и труд своей великой родины. Примите привет и подарок от воинов советской армии. На трибуне товарищ Полянский. Он поздравил народ Чувашии со славным юбилеем, зачитал приветствие Президиума Верховного Совета, Совета Министров СССР и Центрального комитета партии. За добрые поздравления дорогих гостей поблагодарил первый секретарь Чувашского обкома партии товарищ Ислюков. Природный парк в окрестностях Чебоксар стал местом большого народного гуляния, праздника песни и труда. В республике 50 тысяч человек занимается в кружках самодеятельности. Сегодня на празднике цвет народного искусства. Пусть песня славы мчится в далекие края, Чувашия родная, республика моя. Сводный пятитысячный хор поет праздничную песню чувашского композитора Лебедева, написанную к юбилею. А вечером над Волгой вспыхнули огни праздничного фейерверка. В братской семье советских народов расцветай и славься, Чувашия!